Вкратце рассказать о роли России вообще в становлении современного государства Абхазия. Эта роль велика. Вот сейчас мы викторину разыграли, вот сейчас только что. Понимаете, я даже аргументы буду приводить в пользу исключительности России даже в путешествиях, в нашей туристской деятельности, потому что построить государство не так просто. Мы после распада Советского Союза во многом, знаете, многие убедились в этом. Вот то, что вокруг России происходит о том, что многим не удалось это. Есть такой статус, который при том, вы знаете, не сбывшаяся, не состоявшаяся сторона. Многие страны, с ними такое произошло. Чтобы этого не произошло с Абхазией, мы этого хотим. Я думаю, что у вас искреннее желание, чтобы Абхазия как страна, государство состоялось. Я буду приводить некоторые аргументы исключительной роли России. Мои коллеги, которые выступали, говорили здесь, наверное, в взаимоотношениях, как это складывалось, Россия-Абхазия. Наверное, приводили аргументы в пользу XIX века. Почему XIX век? Это очень важно, вообще-то говоря, XIX век, потому что XIX век, я хочу обратить ваше внимание, начинается систематическое освоение России Кавказа. Не только Абхазии, Кавказа. Вы изучали историю, помните, российско-персидские войны, российско-турецкие войны с османами, сколько войн было, явно в пользу России. И начинается доминирование России на Кавказе. Есть такая замечательная книга, автор Дубровин «Владычество России на Кавказе». Я вам советую почитать, между прочим. «Владычество России на Кавказе». А почему Кавказ так интересует, кстати, и России? Потому что идет борьба не только с османами, с персами, идет борьба с англичанами и Францией. И потому, это первый аргумент. Второй аргумент – это границы, пограничье. Россия, Российская империя – это держава. О чем заботится любая страна, даже нынешняя великая держава, чтобы вокруг этой страны была стабильность.